хотите, покаюсь. Вот одно дело, я до сих пор его помню, и я раскаиваюсь, но я понимаю, и я после этого поняла, что бумага выдержит все. Ну, я много всяких приговоров и решений видела. На бумаге можно изобразить, ну, как бы, в пристойном виде. Там все, как бы, если технически ты умеешь это писать, то все это можно описать вполне удобоваримо. То есть за приговор это вполне сойдет. Я, значит, рассматривала дело когда-то и смотрю, ну, что-то очень такое ангажированное. В него смотрела, приходит прокурор, ну, помощник прокурора. Я показываю, говорю, вы там хоть читаете дела? А что? Ну, почитайте. Где хоть вы видите тот состав преступления? Тут его нету. Ну, нету его. Ну, она села, почитала. Она сказала, да, дело. Евгения Дмитриевна, ну, вы понимаете, у нас за этот месяц уже там у них 3, что ли, или 3-4 этих уже. Я вас умоляю, я вас прошу, что угодно с этим делом, но у нас не может быть там 4-го или 5-го оправдательного приговора подряд. Вот. Было время, говорю, когда они выносились. Но его не может быть. Но ради Бога, меня выгонят, куда я пойду. Там, ну все, там плакалась, там умоляла. Ну, я раскаиваюсь, говорю, да, я написала обвинительный приговор. Я им влепила что-то там, исправительная работа условно, то есть ничего. Они, люди сельские, они ничего не поняли, они сказали спасибо. То есть, как бы, наказания они никакого не... Ну, на бумажке я. Написала я этот приговор 2 недели или 3. Она ко мне ходила, это прокурор, вы написали. Я говорю, нет, я не могу писать, я не умею такое. Вот пошла на поводу. Ну и потом недели через 2, значит, я все-таки его выродила. Когда знаешь, что писать, то пишешь, а когда не знаешь, что писать, то вот мучаешься. Ну, я мучилась, я его это выродила. Она взяла, почитала, говорит, Евгения Дмитриевна, как тут все здорово написано, похоже, что все так и было. Я говорю, ну, я как-то старалась не соврать. Но все вот в каком-то таком ракурсе, что вот да, тут есть состав преступления. Ну, то есть написать можно все, что угодно. Если тебе это очень нужно, то ты напишешь.